Друзья мои, всем привет! На календаре 16 марта. Всем привет, привет! В нашу республику, в наш регион пришла весна, можно сказать, уже полноценная весна. И мы вот, как я вам и обещал, после последнего выезда на наши родные Покчинские озера, что надо прекращать эту бесполезную пустую рыбалку. Ну как, не рано, не время еще по озерам. И буду рыбачить недалеко от нашего поселка, где мы проживаем. Привез вот ураган наш на Нивушке. Сейчас мы это выгружаемся и выезжаем на Печору. В планах реанимировать наши продольники, которые я вам в начале января говорил, когда оставлял свои палки, что мы здесь встретимся в марте. Март наступил, погода наступила, немножко покопал червей, правда мало купил. Съездил, купил 170 рублей упаковочка червей, не знаю, насколько их хватит, но на первое время, я так думаю, хватит на пару дней. Потом немножко потает, теплотрассы будем копать. Вот. Ну что, выгружаемся, выезжаем и встречаемся на Печоре. Роман сегодня будет заниматься домашними делами, я тогда так думаю, что справлюсь один. А теперь все. Выгружаем нашего урагана и вперед на Печорские просторы. Будем ловить рыбу в районе нашего поселка. Хватит искать на дальних кордонах. Как мы видели, это не совсем результативно. Наоборот, по расходу топлива, по износу техники и все такое, мы только были в большом проигрыше. А так будем ездить от дома. Пусть не будет пока временно ночевок в избушках, но зато как бы меньше будет это по расходам. Ну а поймаем ли нет рыбу на наших печорских просторах, это скоро мы увидим. Так, ну что, друзья, вот мы на реке Печора, наша переправа. И давайте смотреть, как будет меняться река Печора, именно переправа в 2023 году. Состояние реки на 16 марта вот такое вот. Переправа еще закрыта. Немножко появилось воды. Ездят машины. Почта России. Сейчас мы с ним поздороваемся. Видим, уже здесь появились лужи, камушки, так что здесь скоро мы ездить не будем ездить объездными путями, дойдем новую дорогу. Скоро, очень скоро, вот здесь вот появится просто огромная лужа, и все будет плавать, не знаю почему, но все начинается, вот переправа портится именно вот от этой лужи. Она будет просто очень глубокая, в районе метра. Начнет проедать вот эти сточные воды. Здесь лед еще будет нормальный, а здесь будет уже все, конец фильма. Так что, а здесь вот скоро река Мыло будет промывать уже. Но это еще не скоро, я так думаю, пару недель порыбачить нам даст время. Ну что, погнали, друзья, погнали к нашим палкам. Вот вижу мои палки. 7 палок, которые Ромка ставил, мы поднимали. Их пока оставим до лучших времен, хотя бы завтра, послезавтра. В первую очередь поставим дальние палки. По крайней мере, там я оставлял в садке немного мальков. Мальки, черви. В общем, начнем оттуда, а потом видно будет. Погнали. Заодно проверим, как пройдет по целиком. Вон уже видим воду. Скоро уже здесь все будет плавать. О, кто-то палатку оставил. Замерзла палатка, мерзла, что ли? Все, погнали. Друзья, мы на
наших палках. И помните, я вам говорил осенью, когда опасный лед был возле берега. Как мы видим, уже все начинает промывать. И там вот от ручья все идет, промывает. И хоть есть небольшая корочка, но уже там ходить опасно, уже можно провалиться. А мы сейчас, ну что, начинаем отдалбливать палки, бурить лунки, ставить продольники. Хотелось бы, конечно, попробовать сразу на удочке, но это оставим до лучших времен. Сначала поставим продольники. Итак, друзья, коротко о главном. В общем, вот я положил так палки, чтобы сильно не промерзали. Начал отдалбливать крайнюю, где у меня садок с живцами. И что я вижу? Чего боялся, в принципе, то и произошло. С одной стороны, вот буквально сантиметров 10 верхнего льда, а снизу огромная такая полыня. Лунки, которые были большие, я засыпал снегом, они не промерзли. Снизу их размывало. И, в общем, получилось просто огромная полыня. Вот тут только верховой лед. Вот тут еще снизу есть еще немного лед нижний. Там хрен его знает. Вот тут тоже есть. Но примерно она вот почти метр в диаметре, но сантиметров 80 точно. И очень и очень опасно находиться, потому что весной сейчас будет размывать. И не дай бог провалится верхний слой, который сейчас будет разрушаться с каждым днем. То можно просто сыграть бульк и уплыть по течению, если быть неосторожным. В общем, потом на крайняк, когда уже сильно будет отпускать, проще будет не ниже, а выше по течению пробурить луночку новую по 130 и отпускать продольник туда. Пока промоет, будет время. А эти будут просто полыни, будет очень опасно. Вот. Но с другой стороны, это огромный плюс. Как если бы промерзло, мне сейчас просто надо было бы их отдалбливать, мама, не горюй сколько. А сейчас хоть меньше долбежки. Буквально вот 1-2 минуты и палка освобождена от льда. И сейчас мы посмотрим, сохранились ли у нас живцы за 2, грубо говоря, с половиной месяца. Январь, февраль, март. Ну да, 2,5 месяца назад я их поднял. Если сохранились на первое время, то это очень хорошо. Если нет, придется ловить живцов, куда-то ехать. Так что как-то вот так. Первая же оттепель, и река почернела вся. Вот так вот мы есть. И вижу живых живцов. Тут у нас 2 тюрьмы даже. И в одной и другой живые живцы, но не все. Кое-что подохло. Сейчас мы сделаем ревизию. Вон, видно дохлых. Фу, блин, вонючие-то какие. Видно дохлых мальков. Кое-что подохло, кое-что стухло. Но кое-что сохранилось и живое. Как бы это на первое время хватит. Вон сколько тухлятина. Обычно они вот этими тухлыми питаются, когда им жрать нечего. Сейчас им пока, видать, не голодные. Сейчас мы сделаем ревизию. Кто выжил, кто не выжил. И будет нормалек все. И начнем. Здесь у нас пусть будут живцы пока. И начнем вот с этой палки ставить продольники. И посмотрим. Что успеем, то успеем. Так, друзья. Ну а сейчас коротко покажу, как все это происходит. В общем, тут у нас вот ведро с живцами. Вот у нас палка, которую 2,5 месяца я оставил вот так вот. На палке у нас крючки налимовые, крупные. Сначала и в конце вот такой небольшой крючок. Достаем крайний крючок. Здесь у меня вчера накопал червей. Это то, что я накопал. Там у меня есть еще покупные. Но сначала потратим то, что я накопал. И вот такие вот у меня
весенние продольнички с маленькими крючками, именно с некрупными крючками. Заглотыши, скажем так, в основном на сига. У сига рот маленький, он заглатывает червяка до желудка, исходов практически нет. Также сюда может попасться любая другая рыба. Тот же хариус, тот же язь, тот же ёрш, ну те же налимчики. Ну вся любая, окушки бывало попадало, бывало щучки попадали, откусывали. В общем, вся любая рыба, которая водится в нашей реке. Вот, начинаем с края. Так, самое главное сейчас правильно распутать вот этот крайний крючок. Как бы сейчас главное самое, чтобы правильно распутать. Так, что-то у нас вот так. Ага. Вот такой вот у нас получается короткие продольники. Длинные продольники смысла нет ставить. 3 крючка, максимум 4, потому что если запутают, то распутать будет очень сложно. Даже те же ерши я обычно отрезаю и вешаю новый, чтобы не распутывать. Вот он готовый продольничек у меня. Это пока откладываем в сторону. Показывать, друзья, только на первом. Дальше я ничего показывать этого не буду. Вот, смотрите, вот у меня в конце тут уже готова петля. Вот петелька у меня готовая уже. Беру крайний поводок. Но тут, в принципе, у меня уже вот крючок есть. По идее, вот этот поводок можно уже убрать, так как он лишний. С одной стороны. Так как он лишний, ему, наверное, уберем, потому что слишком длинный будет. Может быть, где-то куда-то пригодится на какой-то другой поводок. Вот мы его убираем пока. Возможно, этот крючок уже прицеплю потом к той палке, где у нас тюрьма, и он будет как основной. Вот. Берем крючок, вот она леска. И вот эту петлю просто просовываем сюда. Просовываем сюда. Никаких узлов. Петля стягивается на крючке. То есть, если рыба сюда попадет, ничего страшного, она будет висеть так же. Не надо вязать никаких крючков, потому что обратно мы также крючком вот так поддеваем. Вот так вот, элементарно. Крючком поддеваем и распутываем, когда будем снимать этот маленький продольник. Его крутим отдельно, закручиваем, и эти крючки большие отдельно. Сейчас вот небольшая завихренность есть. Вот так вот в натяжку вытягиваем его, чтобы она ровная была, без спирали вот этой. И заодно проверяем этим самым прочность лески. Где-то, может, прогнила, перетерлась, прохудилась леска. Проверяем без фанатизма. Тут огромного усилия не надо. Килограммовая язя сига хариуса, она выдержит по-любому. Леска здесь у меня 0,5 основная, поводки 0,25. Поводки, конечно, слабоваты, если крупный налим попадется, он оборвет. Но для сига этого вполне достаточно. Килограммового сига 25 вытащит. Все. Теперь вот у нас получается вот такие вот маленькие крючочки. Достаем червей и смотрим. Если червяк тонкий и длинный, делим его на две части. Смысла нету тут вешать кучу всяких червей. Ерши, если отсосать, и так отсосут. А сигу, так видно, надеюсь, да? А сигу вот этого вполне достаточно. Если пойдет сиг, вот этого вот, видите, шевелится. Он его заглотит на раз-два. Так, теперь у меня тут на основной крючок чуть покрупнее. Вот на такой крючок как-то я поймал на лима на 5 килограмм. Вот сюда вешаем червя чуть покрупнее. Чутка покрупнее, потому что крючок покрупнее. Сюда уже может и налим, и язи, любая другая рыба попасть. И как бы крючок уже выдержит. Все. Вот он, тоже крутится, вертится. Шар голубой, крутится, вертится над головой. Отпускаем в свободное плавание. Никаких грузов, никаких натяжек. Все это уносит течением. Вот. Еще один тут крючок подоспел. Вот. Где у наша половинка? О, уже черви начали убегать. Это они могут. Ну-ка, марш на место, марш.
Вот еще половиночка наша. Цепляем со стороны носа. Цепляем, чтобы они не выходили с этого. С крючка не вылазили. Пусть лучше обрубок остается вот позади. Все, вот такой вот крючок. Поверьте мне на слово, если рыба рядом будет, он съест и такой крючок. Не надо вешать целых крючков. В целях экономии хватает одного крючка, одного червя на 2 крючка. Все, отпускаем. Это у нас уходит по течению. Лед здесь тонкий. Пока не критично будем рыбачить на этих больших здоровых лунках, майнах, которые зимние. Потом 2 метра переберем, все эти дырочки оставим здесь, а чуть выше сделаем вот это. Ну и все, вот здесь, а нет, сюда мы еще, в принципе, вот на эти крупные крючки можно вешать крупного червя, если они есть. Но так как у меня с червями напряг, у меня их мало, я буду их экономить. И пока есть у меня гальяны, мальки, я на эти 3 крючка буду вешать гальянчиков. Как бы язь, хариус может взять гальяна и так. Так, 1, 2, 3. Ну давайте бог с ним. Одного еще крупного червяка насажу сюда. Вот этого. И дальше буду уже крупные крючки, точно смысла нет вешать червей, потому что мелкая рыба червей будет рвать и не попадется. Она просто испортишь все червей. Вот все, это уже точно 100% все. Вот получается у нас 3-4 крючочка на червей. И на эти крупные крючки уже вешаем малявок. Тоже стараемся сортировать. Тут у меня малявка вся крупная, гальянчики. Найдем что помельче. Крючок помельче, цепляем гальянчика сюда вот под плавник. Раз. Все. И он будет гулять и привлекать рыбу. Рыба подойдет, увидит червя, хапнет по-любому. И вот это уже на лимовый крупный крючок вешаем сюда гальяна вот здорового, толстого гальяна. За 2,5 месяца в садке он даже не похудел. Вон, нормально все. И отпускаем. Этого может взять и язь крупный, и налим, и крупный хариус, все что угодно. Попадали мне и щуки также. Все, снасть готова. Это уже не зимняя снасть, это уже снасть весенняя. Здесь может быть от ерша до хариуса, все что угодно. Бывало даже вот так вот отпускаешь. Здесь глубина сейчас не очень большая. Метра, наверное, 2, не больше. Бывает даже хариус, если рядом стоит, он хапал прямо при спуске. Вот, смотрим, сколько вот здесь метр, грубо говоря. Вот здесь 2 метра примерно здесь, да? Вот так вот 2 метра. Смотрим. 2 метра глубины вместе со льдом. Все. Все оставляем. Когда эту лунку размоют, мы просто сделаем повыше маленькую луночку и также будем все делать. Лунка будет потихоньку размываться весной. Не знаю, как будет погода. В общем, все зависит от погоды. Может быть, и жара наступит, и это все размоет, и нас быстро выгонят. Но я так думаю, если морозов не будет, недельку где-то порыбачим. Если ударят морозы, минус 15 и холоднее, то вот эта рыбалка очень проблематична тем, что все будет замерзать. И черви, и мальки. И самому возиться вот так вот будет очень холодно. И не камильфо вообще будет. Это рыбалка, я говорю, для плюсовой температуры. Или без ветра где-то до минус 5. Чуть холоднее это уже, ну, не то. Вот, первые снасти закинуты. Теперь мы сколько успеем поставим продольники. Потом, если останется время, попробуем пробуриться, поставить еще несколько вставных удочек. Ну и, конечно же, вечером сделаем проверочку. Может быть, что-нибудь и попадется. Приступаем к установке весенних продольников. Время почти 6 часов, 17:51. И как мы видим, на улице еще что-то видно. День становится все длиннее, ночи короче, соответственно. Что я вам хочу сказать. Только что закончил установку продольников. Первая лунка как бы обнадежила.
то, что лед не толстый. Но буквально 2-3 лунки было так. Потом лед стал толще. Тем более пешню я взял не такую, как надо, а вот она. Ну, не очень. Я ее как бы брал на лесную речку проверять только. А долбить она долбит очень плохо. Надо было взять мощную пешню. Ну, что было, то было. В общем, замучился долбить, и как бы велико желания не было проверить, что-то клюнуло, не клюнуло, я все-таки до упора все-таки, вот упрямство есть у меня, дошел до конца, поставил все продольники, отдолбил все палки, насадил их на червей. То, что я копал, закончились. Получается, здесь покупные черви. Вот ближе к берегу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 палок на покупных червей. Заодно и посмотрим, на что лучше ловятся. Они вонючие такие. Дендробена или что такое. Сейчас покажу вам эти червей. Дендробена какая-то. Вонючая до ужаса черви. Но говорят, на них тоже ловится. Посмотрим. Да, я сам ловил 2 года назад, Серега привозил. Я, по крайней мере, хлопал на них хорошо. Так, что теперь? Попьем чаю и под фонариком, но сделаем проверочку. Не знаю, как насчет рыбы, но думаю, ближе к вечерку несколько ершей попалось. Ну, в свою очередь, опять же, их надо снять, насадить червяков, чтобы к утру на рассвете клюнула белая рыба. Так что хуже от этого не будет, будет только хорошо. Я всегда так, когда ловил на продольнике, старался, если позволяет погода, если никуда спешить не надо, прямо уже по темноте, потому что в это время сейчас как раз движение ерша, и он просто сейчас повиснет, и все. И белая рыба ерша не ест. Ну, налим, может быть, возьмет, но налим тонкую леску порвет, если крупный налим. Так что хуже от этого не будет. Обязательно с фонариком проверим все палки и посмотрим, что клюнуло нам. А пока вот сегодня вот обед ничего не взял, только чай в термосе. И где-то у меня были еще печенюшки. Печенюшечки. Вот они, печенюшечки. Все, мне приятного аппетита. Ну, а для вас это будет короткая пауза. Дальше будет уже проверочка. Так, пока чаевничали, практически полностью стемнело. Время 6, наверное, уже. Да, 18:04. 5 минут 7. Так еще глазам видно, но камера уже видеть не будет. И приступаем к проверке. Чтобы время не терять, до конца поднимать не буду. Чисто буду, как я это всегда делаю, дергает, не дергает. Если дергает, поднимаем. Не дергает, отпускаем обратно. Натяжка если есть. Малек на месте. Червячки на месте. Ничегошеньки не дергает. Ну ладно. Нет так нет. Это еще, как говорится, не диагноз. Мы только-только начинаем рыбалку на продольнике. Может быть, рыба еще не шевельнулась. Может быть еще не утро. Обычно утром попадает. Взглянем второй. Быстренько проверим. Так вот раз. Здесь тоже никого вроде нет. Не-а. Так, ладно, чтобы не тратить время наше и ваше, все подряд записывать не будем. Если где-то будет дергать, сделаем включение. Так, а здесь вроде бы натяжечка. Что-то клюнуло. Что-то клюнуло, но небольшое. Походу ёршик. Что-то дергает. Вон, да, ёрш.
Ёрш Иванович, он такой вот дундук, здоровенный ёрш. Вот такой вот с икрой. Так, ну, на живца он не пойдет, так как заглотил глубоко-глубоко. Так что пойдешь ты к белому на угощение. Ну вот, первый улов. Ёршик уже есть. Видишь, а проверили уже где-то, наверное, с десяток. Нету, пусто. Ну, как бы там на середине, ближе к берегу, вот уже ёршик клюнул. Все, отпускаем обратно. Черви все целые. Но если не дергает, значит никого нет. Я так вот рассуждаю. Тем более, если недавно только насадили. Завтра-то, конечно, мы будем проверять все, поправлять там, менять червей. Завтра еще надо будет покопать червей, наверное, потому что по 170 рублей каждый раз покупать коробочку червей, так мы быстро проиграем. Пока тепло, плюсовая температура, морозов нету, надо на теплотрассах накопать. И ладненько будет. Вот также есть мальки, пожалуйста. Налим, язь может взять. Будем ждать завтрашней проверки. Так, вроде бы что-то ёршик дергает. Или малявка, или ёршик. Что-то непонятно. Мелкий ёрш, наверное. Что-то похоже. Ну да, вон второй ёрш. Второй ёрш. И опять же заглотил. На живца ты не пойдешь. Пойдешь коту на угощение. Если ловить ершей на удочку, то можно наловить для живца. А если так вот, на продольнике они заглатывают до желудка, ну, можно нацепить, они поживут сколько там. Зимой бы я, конечно, нацепил, я даже дохлый бывает цепляю, когда цеплять нечего. Но сейчас, мне кажется, время налима уже ушло. Безвозвратно на Печоре. Это где-то на Енисее ловится круглый год. В Якутии у нас налим в основном ловится только на первый лед. Ну и потом на последний тоже будет ловиться, я так думаю, перед ледоходом и сразу после ледохода. У нас такой вот хитрый налим получается. И смысла нету вешать ершей этих дохлых. Нет, мелких ершей, которые слабо запопали, конечно, буду я вешать их на крупные крючки. А вдруг? Бывает всякое, чем черт не шутит. А так, вот смотрите, какие маленькие уже лунки, потом уже начал лед толстый здесь был, промерзший. Еле-еле тюкал, очень много времени, минут по 15-20, наверное, уходило на каждую лунку с этой тупой пешней. Ну, дело сделано, и это радует. И что у нас осталось? 3 палочки. Пойдем глянем. Времени прошло мало. Ну, как мы видим, 4-я палка от берега. Ёршик уже успел попасть. Может, ближе к берегу здесь ерши и будут висеть. Посмотрим. Опа, это что? Блин, я уже думал, дернуло что-то так. Течением шандарахнул или что это было, я не понял. Ну, или палка кривая. Нету никого. Ладно, еще 2 палочки осталось, и все. И все, и все, и все, и все. И все, и все, и все. Так, ну что здесь, давайте снимем уже. Не будем выключаться одним кадром. Вот они возле берега, раз и 2. На самой первой палке Ромке как-то я здесь попался в декабре месяце. Прямо при проверке.
хапнул. Не знаю, что будет сейчас. Но что-нибудь будет по-любому. Так, что тут типа натяжки, что ли? Что-то я не понял. Ну, небольшая, если есть, то ёрш, не больше. Или. Да, вот он, третий ёрш. Смотрите, какие здоровенные ерши. Просто бомба. Вот они с икрой. Вот они, если подсолить их, вкусняшка редкостная. Так что сейчас, если будут такие ерши крупные с икрой попадаться, мы обязательно в баночку 3-литровую их засолим и будем смаковать. Как солить ершей, я уже говорил в одном из роликов как-то. Так что, если у нас ерши будут клевать, сделаем засолочку. На удочку клюет мелкий ерш, на продольнике по центру реки ерш крупный, с икрой весной. И это в соленом виде деликатес редкостный, вообще вкусняшка. Ну, бывало, сядем так, пол-3-литровой банки, а то и больше, как за один вечер. Ох, с пенным, вообще вкусняшка. Креветки даже отдыхают. Лучше королевских креветок даже. Многие ершей вообще не солят. Там уха, шпроты, там котлеты, что угодно, только не в соленом виде. А зря. Вот попробуйте и полюбите. Просто помыть от соплей и засолить в банку 3-литровую. И будет вообще недели 2 только, главное, чтобы просолился, чтобы он не жесткий был, чтобы чистить легко было. И все. Так, ну тем временем у нас вот осталась последняя палочка на сегодня. Уже не пусто, уже в улове у нас 3 ерша. Что нам даст последняя палочка моя? А последняя палочка даст нам ничего. Нет, ерш есть. Есть ершик, есть. Дергает, чувствуется. Вот он дундук. Вот он дундучок. Ну, возле берега. Только что поставил, уже висят. Так что завтра, наверное, здесь будут у нас гирлянды из ершей. Вон уже их, скорее всего, покоцали они. Да нет, еще нет. Ну, покоцают по-любому. Не знаю, будет, не будет белая рыба. Но ершей будет, я так думаю, достаточно. Вот. Как-то вот так, друзья. Теперь кидаем вот этих остатки мальков обратно в тюрьму. Не будем уже это показывать. Я думаю, ничего в этом сложного нету, интересного. Закину в тюрьму и на полных парах поедем домой. Ну а завтра нас ждет первая проверка наших весенних продольников. А дальше будем плясать от результата. Что и как. Куда что добавить, где что убрать. Может быть, ставные удочки поставлю. Может быть, прогуляюсь где-то с удочкой, прикормку. Будет день, будет пища. Главное, еще надо червей накопать. У меня практически нет червей. Покупать что-то накладно. Так. Как-то вот так. Вот такой вот первый улов сегодняшний. 4 ерша. Крупные, с икрой. В принципе, тоже неплохо. Первый улов весенних продольников. Но это еще только начало. Впереди вся весенняя рыбалка. Сколько успеем, столько поймаем. Что наше, то наше. До новых встреч на канале Коми Рыбак. До следующей проверки. Она будет уже завтра. Всем пока.